Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушский борец греко-римского стиля Исмаил Бархоев стал победителем 28-го международного турнира среди взрослых на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпиады 1976 Владимира Чебоксарова. Соревнования проходили в Тюмени. Бархоев выступал в весовой категории до 77 килограммов. Отмечается, что в состязаниях участвовали атлеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 28 регионов России. Медали в 10 весовых категориях оспаривали более 160 спортсменов. Ингушские спортсмены успешно отобрались на первенство России по панкратиону. Золотые медали завоевали Амир Галаев в категории 100 плюс килограммов, Исмаил Муцольгов 84 килограмма, Джалил Долгиев 63 килограмма и Анзор Евлоев 42 килограмма. Все четверо в команде чемпион сельского поселения Яндаре достойно выступили на всероссийском турнире, который проходил с 20 по 23 сентября в Ставрополе. Ангушт Ростов начал сезон Суперлиги и ВО Ростов с победы. Команда после триумфа высшей лиги заявилась на чемпионат дивизионом повыше. В первом туре ангуштовцы сыграли против футбольного клуба «Красный Сулин», победителей высшей лиги 2023 и бронзового призера ночной лиги лета 2023. Наши ребята выиграли со счетом 4-3. Игра для ростовского ангушта сложилась непростой. Ангуштовцы первыми открыли счет, на что соперник ответил 3 забитыми мячами еще в первом тайме. После перерыва наша команда вновь проявила характер и отгрузила 3 мяча с сулинцем. У ангушта забили Ибрагим Албакачиев, Эмир Цычоев, Алексей Корниенко и Артем Бундев. 2 результативных ассиста оформил Ислам Аушев. 1 голевая передача у активе Алексея Корниенко. Ростовский ангушт после первого тура находится на 4-й строчке в таблице. Воспитанники школы бокса «Башлом» в Магасе завоевали 16 медалей на открытом первенстве Пятигорска по боксу среди юношей, 7 из которых золотые и 9 серебряные. Золото завоевали Салимхан, Али, Эмир и Абубакар Аушевы, Мухаммад Исиев, Мухаммад Акталиев, Алаудин Аздоев. Серебро выиграли Мухаммад Гуйгов, Умар Аушев, Муслим Татиев, Мухаммад Ахмед и Магомед Албагачиевы, Ахмед и Байсур Далаковы, Муслим Акталиев. 15 золотых и 1 серебряную медали завоевали юные спортсмены школы бокса селения Базоркина на прошедшем в Пятигорске открытом юношеском первенстве города. Золотые медали выиграли Эльберт Джанхотов, Исраил Тангиев, Ислам Накастоев, Абдулла Мальсагов, Расул Абдулрахим и Мухаммад Талдиевы, Билал Гарданов, Абдулмалик Боков, Мухаммад Аздоев, Амир Газдиев, Мухаммад Хадзиев, Мухаммад Таркоев, Хамзат Тарсигов, Ибрагим Мальсагов. А серебро досталось Умару Тимурзиеву. В номинации «Лучший боксер» турнира был отмечен Эльберт Джанхотов. 3 золотые и 2 бронзовые медали завоевала сборная Ингушетии на открытом первенстве Хасавюрта по тэквондо ВТФ Лига Кавказа среди юниоров и юношей. На высшую ступень пьедестала поднялись Абдулмалик Миржоев, Мухаммад Муталиев и Азамат Тибоев. Бронзовые награды в активе у Мухаммада Хашиева и Имрана Налигиева. В номинации «За волю к победе» наградили Мухаммад Саида Налигиева. В борьбе за награды в соревновании сошлись порядка 300 спортсменов из субъектов СКФО. Радует золотыми победами и ингушские тяжелоатлеты. Золото на 4-м всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера СССР Юрия Саркисяна и заслуженного тренера России Виктора Соколова завоевали Анзор Евлоев и Адам Салсанов. Соревнования проходили между юношами 13 и 15 лет с 16 по 21 сентября в селе Суко Краснодарского края. Набрав в сумме двоеборья 230 кг, Анзор стал чемпионом в своей весовой категории до 81 кг. Результат Адама составил 170 кг, он уступает в весовой категории до 67 кг. Оба спортсмена представляют спортивный клуб «Ади Ахмат». И новость для поклонников смешанных единоборств. В декабре Лига НФЛ вновь возвращается в Ингушетию с грандиозным номерным турниром НФЛ-2. Лига обещает фанатам грандиозное событие уходящего года, аналогов которому не было в индустрии спорта. О точной дате и поединках турнира будет известно позже. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.